Посольство России в Абхазии провело акцию, организованную правительством Российской Федерации по облегчению последствий пандемии COVID-19 для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С утра посол России в Абхазии Алексей Двинянин направился к ветерану ВОВ Алексею Шоне для осуществления единовременной материальной помощи и передать продовольственные наборы. С большой радостью и прежде всего благодарностью от всего советского народа, а сегодня российского и абхазского народов, хочу вручить вам конверт с материальной помощью от правительства Российской Федерации. Большое вам спасибо за все внимание. И, так сказать, небольшой, но существенный в нынешних условиях гуманитарный подарок. Спасибо вам большое за все внимание. Благодарны вам, ветеранам и Великой Отечественной войны, и Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, за то, что вы для нас сберегли и землю абхазскую, советскую землю, которую сейчас, часть которой занимает Российская Федерация. Вот мы, среднее и молодое поколение, признательны вам в первую очередь. Поэтому я хочу пожелать вам крепкого здоровья и самых долгих лет жизни. Знаете, что я прошу? Только без мучения, без мучения, чтобы на своей дороге пошел. В начале войны Алексею Шоне не было и 17 лет, но он решил добровольцем уйти на фронт. Юный Алексей попадает в Краснодарское пулеметно-минометное военное училище. Там будущие солдаты проходили общевойсковую подготовку. После обучения основным навыкам его направили в 24-ю гвардейскую дивизию. Именно в этой дивизии в 1942 году он участвовал в боях за Донбасс, Крым, Керчь, Киев и Ростов. В боях за Киев Алексей Шоне был тяжело ранен. Возвратился домой он в 1944 году и начал работать в Кутолской средней школе преподавателем начальной военной подготовки. Затем в Тхуарчалской шахте, где проработал до 1992 года. Сегодня он возглавляет Союз ветеранов ВОВ в Абхазии. Доброго здоровья! Доброго здоровья вам и всем жителям республики. Всем спасибо. Дай Бог всем жителям республики, чтобы вот эта болезнь, чтобы от Ингура до Псова, чтобы не видно было. Чтобы мы ее побыстрее вместе победили. Вот эти молодежь, все, до единого, бо 100 лет без головные боли. Все правильно, поддерживаем. Затем Алексей Двинянин направился к ветерану Великой Отечественной войны Валентине Шульгиной. Рад с вами встретиться, вы не забыли познакомиться. старого ветерана. Да. Уже скоро 100 лет. Не забудем. Скоро 100 лет. Это вековой юбилей будем встречать. 22 января я уже буду иметь 100 лет. А вы, такую заботу проявили. Это надо же. Еще не проявили, Валентина Ефимовна. Ну, а как? Валентина Ефимовна, от имени правительства Российской Федерации, которое проводит сейчас в октябре акцию, я имею честь передать вам материальную помощь от имени Российской Федерации. Да. Что вы пришли ко мне? Вот. Нет, ну что вы. С пустыми руками ни в Абхазии, ни в России не ходят. Днями сижу одна. Оставаясь дома одна, я, как сегодня, вспоминаю эпизоды, связанные с Великой Отечественной войной, признается Валентина Ефимовна. Как начну со Сталинграда. И вот Сталинград пройду, все вспомню, вот, как там все было, это все. Пойду на Курско-Орловскую дугу. Там переберу, там у меня... Вы же участница Сталинградской битвы и на Курской дуге. Курской дуге, да. Это самое, там у меня 9 девочек погибло. Санитарок наши нашли раненых. Я была на Курске, мы ездили раза 3 или 4, когда еще Советский Союз был, нас и в Германию. А потом пошла дальше Беларусь. Пользуясь случаем, Валентина Шульгина прочла стихотворение собственного сочинения. Война – это несчастье для народа. В ней гибли наши лучшие сыны. Победу ждали мы 4 года суровой и изнурительной войны. Мы верили в землянках и в окопах, придет она, победная пора. Нас не сломили вражеские бомбы и не сгноили вражьи лагеря. В свою очередь Алексей Двинянин передал привет ветерану от ее друга Алексея Шоне. Мы сейчас у него были вот вместе с коллегами, журналистами, телевизионщиками. Да, он вам персонально передает большой привет, желает доброго здоровья. Спасибо, спасибо. Да. Он тоже. И мы все тоже. Кроме осуществления единовременной материальной помощи и продовольственных наборов, закуплена и передана ветеранам медицинская техника,
а также бытовые приборы первой необходимости. По линии посольства был организован ремонт нескольких домов, включая вот дом, на фоне которого вы снимаете сегодняшнее интервью. Это орденоносец, участница Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге в Великой Отечественную войну, Шульгиной Валентины Ефимовны, где мы сейчас были. До этого мы посетили председателя Совета ветеранов Шония Алексея Иосифовича в городе Сухум. Вот, к сожалению, не так давно один из ветеранов скончался. Тем не менее, мы охватываем, как я уже упомянул, членов семей ветеранов. У нас на учете состоят, в хорошем смысле этого слова, 25 ветеранов Великой Отечественной войны. Вот, поэтому я хотел бы еще упомянуть такой важный в плане борьбы с пандемией участок нашей работы по оказанию содействия. Это вот не только ремонтные работы, там, где мы могли это сделать, но и оказание помощи лекарственными средствами, креслами индивидуальными, инвалидными, а также лекарственными препаратами. Вот такая достаточно многосторонняя помощь оказывается правительством Российской Федерации через наши российские загранучреждения, включая, безусловно, посольство России в Абхазии. Практическая часть акции посольства России в Абхазии стартовала 15 октября и проводилась в Гагрском районе, а в период с 18 по 20 октября в Гулрыбжском, Гудаутском и Сухумском районах. В рамках мероприятия была оказана помощь 49 гражданам Республики Абхазия. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.